Озеленение территории, укладка бордюров, формирование комфортной среды. Благоустройство Назрановского пруда идет полным ходом. Объект совместно со своими подчиненными осматривает мэр города Урусхан Евлоев. Завершить работы планируют уже в 2022 году. Здесь будет обновлена вся брусчатка, будет освещение поменено. Здесь будут стоять скамейки для людей, и уже пешеходная зона, она будет охватывать уже полностью целиком вокруг нашего пруда, чтобы людям было удобно уже не на маленькой территории, а они могут уже прогуливаться по всей территории нашего красивого пруда. В прошлом году здесь установили детский городок и качели. В 2021 планируют организовать скейт-парк, разбив территорию на несколько зон. А между тем принять участие в развитии своего села могут и жители Гамурзиева. Здесь по улице Студенческая планируют разбить сквер и благоустроить прилегающую территорию. Делается парковая зона со стороны дороги. С этой парковой зоны будут пешеходные дорожки, которые будут ответвляться на эту территорию. Будем делать широкую полосу из брусчатки и будем ставить с двух сторон мафы. То есть скамейки, урны, а также будет дополнительно делаться озеленение, будут высаживаться деревья, будем делать освещение данной территории. Это как бы основные виды работ. Будет делаться вертикальная планировка. Цель проекта не только вовлечь граждан в процесс благоустройства городов, но и сделать проживание комфортным для жителей, повысить индекс качества городской среды. Для этого проводятся различные мероприятия, где, общаясь со школьниками и студентами, им рассказывают о важности участия в голосовании по выбору общественных территорий. Голосование будет в онлайн-формате и пройдет на общероссийской единой платформе голосования. Мы привлекли волонтеров, которые будут помогать голосовать жителям. Голосование проходит с 24 апреля по 30 мая. Территории, которые допущены к голосованию в городе Назрань, их 8. О всех территориях мы рассказываем на официальном сайте администрации и на инстаграм-аккаунте. Прилегающая территория школы по улице Новая, сквер в Центральном административном округе, по улице Аушева, скверы по улице Московская и вдоль реки Назранка. Реализация программы формирования комфортной городской среды проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Я хотел бы призвать жителей нашего города, чтобы они активно участвовали в этом всероссийском голосовании, потому что оно будет влиять на то благоустройство, которое мы будем делать и в 2022 и 2023 году. В 2022 году в республике планируется благоустроить 48 общественных территорий на общую сумму 135 миллионов рублей. В проекте участвуют 9 муниципальных образований, а основной акцент делается на городские территории. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.